В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев вручил ключи от новых медицинских мобильных комплексов главврачам районных больниц. Торжественная церемония открытия новой водоочистной станции состоялась в Покровске в рамках федеральной программы. Презентация книги «История Якутии» прошла сегодня в Якутске. Правительство направит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетников. Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Отмечу, что в Якутии работает более 30 тысяч работников бюджетной сферы, которые по майским указам не попали в перечень категорий бюджетных служащих – социальные педагоги и медицинские техники. Рост их зарплаты будет увеличен поэтапно в следующем году. Также с 1 января будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Список необходим в первую очередь для того, чтобы люди получали установленные законами льготы и надбавки. Работавшие на Крайнем Севере мужчины могут уходить на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет. Главное условие – отработать определенное время в подобных местностях. 15 лет для районов Крайнего Севера, 20 лет в приравненных к ним. 11 новых медицинских мобильных комплексов на базе КАМАЗов передали больницам республики. Глава Айсен Николаев торжественно вручил ключи главным врачам районов. Автомобили с повышенной проходимостью были закуплены в рамках национального проекта здравоохранения. Общая стоимость транспорта составила 235 миллионов рублей. Передвижные мобильные комплексы предназначены для оказания медицинской помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации жителей малонаселенных и труднодоступных территорий. Техника оснащена всем необходимым медицинским оборудованием. Есть тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы, холестерина, весы с ростомером и не только. Компьютеризированное рабочее место позволит заполнять все необходимые медицинские документы в электронном виде и отправлять в общую базу данных. Также данные медицинские комплексы будут использоваться во время пожароопасного сезона и во время проведения паводка, потому что у нас есть зоны подтопляемые, и некоторые населенные пункты вот как раз таки могут быть под угрозой оказаться. И на данных медицинских комплексах мы сможем развернуть медицинский пункт и оказывать как экстренную, так и неотложную медицинскую помощь на базе как раз таки этого вездехода. И сможем пробраться в любую точку нашего улуса для оказания медицинской помощи нашему населению. Проблема некачественной воды уходит в прошлое. В городе Покровске ввели в строй новую водоочистную станцию. Объект построен в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Проект новой водоочистной станции Покровска разработало предприятие «Водоканал». Строительство началось в июне 2020 года. Генеральным подрядчиком выступила проектная компания ДСА. Стоимость объекта – более 300 миллионов рублей, которые выделили из федерального и республиканского бюджетов. Проект очень уникальный, сложный, но мы максимально подошли к его реализации. Проект оборудован таким помещением, как фильтральный зал, машинный зал, и бытовое помещение, где оборудована химическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, где будут проводиться анализы проб воды. Ранее вода, поступающая в дома покровчан, очищалась при помощи 4 фильтров. При этом убиралась мутность, но не цвет воды. Данная технология очистки давно устарела и не отвечала современным требованиям. Взамен старому водоочистному станции, который действительно устарел, с 70-х годов прошлого года приходит новый век, и Покровск численностью почти 10 тысяч человек будет потреблять чистую воду. Это здорово. Станция – это почти 2000 кубов, и это мощная станция. И я думаю, что с вводом этого объекта показатели по потребление чистой воды по республике тоже будет увеличен. Федеральный проект «Чистая вода» будет дальше реализовываться на территории района. В следующем году запланировано строительство водовода до села Верхний Бестях.
Контракт на определение генеральной подрядной организации будет в первом квартале 2022 года. Общая стоимость проекта составляет 165 миллионов рублей. Как я сказал выше, там основное финансирование предусмотрено за счет федерального бюджета и есть софинансирование за счет средств республиканского бюджета. Ввод названного объекта планируется в 2023 году. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Якутия получит 2 миллиарда 800 миллионов рублей в ближайшие 2 года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что наши дети должны учиться в хороших современных школах, и принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования. Деньги поступят 80 регионам. Важно, чтобы уже сейчас на стадии подготовки ремонта к участию в этом процессе активно привлекались родительские комитеты и учитывались пожелания самих ребят. Ранее глава Якутии Айсан Николаев сообщил, что в список попали все заявленные 58 объектов образования республики. Парк будущих поколений продолжает исполнять желания детей и молодежи республики. В точке кипения завершилась большая образовательная программа курса продвижения бренда образовательной школы ProSkills Якутия. Об итогах обучения, наполнении и методике образовательных курсов узнавала Марферина Алексеева. В течение 2 месяцев более 40 школьников города Якутска обучались основам продвижения в медиа. С ребятами работали настоящие профессионалы по маркетингу, фото, видео, СММ, дизайну, анимации и ораторскому искусству. На финальном этапе 6 команд представили свои проекты по продвижению как известных якутских брендов, так и начинающих больших стартапов. Мы сегодня увидели, что ребята выбрали действительно наши якутские бренды. Это и Кюн, и Чорон 21 век. И мы, парк будущих поколений, поучаствовали в виде заказчика продвижения бренда. Мы увидели, насколько наши дети креативны и талантливы. И думаем, что именно это позволит нам вместе сотворить парк будущих поколений таким, каким хотят его видеть дети и молодежь. Программа курса продвижения бренда образовательной школы ProSkills организована целевым фондом будущих поколений совместно с сообществом фотографов, видеооператоров и специалистов в сфере медиаискусства и медиаиндустрии. По подсчету голосов победителями в номинации «Лучший проект» стали ученики из команды 57. Они были награждены призовым фондом в 100 тысяч рублей. Средства школьники используют на образовательные услуги в онлайн и офлайн форматах по своему желанию. Команда 57 представила на суд экспертной комиссии продвижение стратегического объекта республики, целевого фонда будущих поколений. Мы им предложили план по продвижению парка, повысить его узнаваемость с помощью, например, граффити, с помощью социальных сетей. Я узнал, как делается TikTok, Reels. Для меня это было большим опытом. Возможно, это подтолкнет меня к будущей профессии. Тоже уже начинается идея, возможно, стать маркетинговым, работать в маркетинговой сфере или же дизайном. Еще мне понравилось ходить в РАМ, мы там анимировали. Для меня это очень важно, потому что я хочу поступать на аниматора. По итогам защиты проектов экспертная комиссия наградила команды по различным номинациям, таких как лучшее знание бренда, за креатив, наилучшее предложение для бренда, а также лучшее знание инструментов для продвижения фирмы. По мнению ребят и организаторов, первый курс школы ProSkills Якутия прошел успешно. Сегодня уже есть планы по дальнейшему развитию и реализации подобных образовательных проектов. Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. 8 лет кропотливой работы. Сегодня вышла в свет книга «История Якутии». Инициатором ее создания стал Егор Борисов еще в 2013 году, когда он был главой республики. За это время эксперты провели множество экспедиций, чтобы в точности рассказать об истории региона с древнейших времен до начала 21 века. Научный труд состоит из 3 томов. Его авторы – большой коллектив из числа ведущих ученых не только Якутии, но и других городов страны, в том числе столичные эксперты. Книги изданы тиражом в 9 тысяч экземпляров, также они доступны в электронном формате. В следующем году мы отмечаем 100-летний юбилей образования якутской автономии. И федеральный план подготовки и проведения этих юбилейных мероприятий был включен
включена работа по изданию этой книги научного труда «Фундаментальная история Якутии» в 3 томах. По решению главы республики Арсения Сергеевича Николаева каждая школа республики, независимо от места расположения, а у нас этих школ 641 школа сегодня действует, получит по каждому экземпляру 3 тома истории Якутии. Кроме того, каждая улусная библиотека получит также по экземпляру, и наследные библиотеки будут обеспечены электронными версиями издания истории Якутии. Чтобы сделать добро, не нужно ничего, кроме желания. Так, группа молодых мамочек города Алекминска решила организовать акцию-эстафету «Подари добро». Они собрали все самое необходимое и передали в детское отделение Алекминской больницы. Подробности в следующем сюжете. В эти предновогодние дни стартовала акция «Эстафета «Подари добро». Организаторы не организация, обычные мамочки нашего города. Мамочки города Алекминска пришла мысль о том, что нужно поддержать детское отделение непосредственно, то, что ребятишкам-отказникам, которые там присутствуют, в больнице, непосредственно, помочь как-то, чтобы отделению всегда требуется помощь, а у Алекминской ЦРБ не хватает средств, и нет такой статьи расходов, которая бы содержала бы этих ребятишек. И поэтому мамочками города Алекминска организована такая акция-эстафета, которую поддержали пожарная часть наша непосредственно города Алекминска. Добру есть место всегда, а в дни новогоднего и рождественского волшебства оно станет настоящим подарком ребятишкам, которым часто не хватает просто внимания. Эта помощь очень востребованная, потому что по сегодняшний день в детском отделении поступили всего 27 детей за весь этот период, из неблагополучных семей. Там, согласно федеральным законам, обязательно от 0 до 3 должны они в детском отделении находиться, но у нас бывает и поступают и более взрослые дети от 0 до 14, потому что иногда бывает, что реабилитационный центр закрытый, по некоторым причинам они к нам поступают, мы никому не отказываем. Пока цепочка добра совсем маленькая. Сегодня свои подарки передали ребята ОГПС Алекминска. У нас коллектив очень хорошо поддержал. Получается, мы эстафету получили вчера от мам. Я сразу же в группах WhatsApp написал в своей рабочей группе. Никто не отказал. Все за полдня сразу же перевели. Очень хорошее дело. Это начали мамы города Алекминска, первые. Они решили каждый месяц это делать, передавать эстафету по организациям. Мы, получается, были вторые. И сегодня мы передаем эту акцию эстафету «Подари добро» детскому отделению команде охраны НПС-14 «Транснефти». Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. У меня к этому часу вся информация. Наши корреспонденты следят за развитием событий.